эфире «Актуальное интервью», в студии работает Кристина Якупова. Российский путешественник Богдан Булычев – первый в истории человек, который в прошлом году добрался на Северный полюс на велосипеде, вновь покоряет северные широты. Об интересе к нашему краю, о трудностях путешествия и амбициозных планах мы сегодня поговорим с самим путешественником, журналистом и видеоблогером Богданом Булычевым. Богдан, здравствуйте. Здравствуйте. Так, в прошлом году, когда вы покоряли Северный полюс на велосипеде, вы говорили, что автомобили изрядно поднадоели. В этот раз вновь сели на внедорожник. С чем это связано? Трудно ли все-таки дается путь на севере? Когда я говорил, что автомобили поднадоели, то есть это решение было в моменте. То есть мне хотелось немножко выйти из зоны комфорта, потому что автомобиль все-таки зона комфорта, и попробовать себя в чем-то другом. Когда в 2016 году мы были здесь с экспедицией в Тикси, то, проезжая через реку Лена, я увидел, как по переправе по льду реки Лена едут велосипедисты. Это были ваши местные детишки, и причем и подростки. Они ездили как на обычном велике, так и на фэтбайке. За бортом было минус 40, и я еще подумал, очень интересно. После этого промониторил историю с велосипедами, и оказалось, что фэтбайки очень сильно развиты в Норвегии, в Скандинавии, в Северной Америке, а у нас почему-то нет. Вот. И так и родилась идея поехать на Северный полюс. Тем самым захотелось что-то сменить. Сейчас испытания прошли, это тоже было интересно, но автомобильные путешествия как бы никуда не отошли, и я их и дальше буду их развивать. А почему такой интерес к северу, к Арктике? Может быть, еще? Нужно начать с того, что, в принципе, я родился в Магадане, жил в Магаданской области до 18 лет, совсем недалеко от Аймикона, если по прямой брать, там всего лишь несколько сотен километров. У нас примерно такая же была долина со впадиной, две впадающие реки по краям сопки, поэтому морозы под минус 60 для меня были нормой. Приезжая сюда, я как будто попадаю домой. То есть здесь все напоминает мне дом. Мороз, люди, дома на сваях. То есть, поэтому север меня тянет, я приезжаю сюда как домой. Так, а где вы побывали в Якутии еще и чем она отличается от других регионов страны северных? Если говорить про арктические и про северные регионы, то уникальность вообще Якутии и, в принципе, начиная, наверное, от полуострова Таймыра и восточнее, это как раз то, что в этих широтах зимой мороз и, как говорится, ясное небо. Тем самым есть такая уникальная возможность видеть северное сияние гораздо лучше, красивее. То есть похожая погода есть только в Норвегии и в Финляндии. Если взять нашу центральную часть России, северную арктическую, да, вот мы говорим, то там нет такого красивого неба. То есть холод, метет, там постоянные метели, поэтому проблема вот именно с красивой картинкой. Здесь же в первую очередь это погода, это ясное небо, во вторую очередь огромное количество зимников. Нужно сказать, что здесь в Якутии самое большое количество зимних дорог, не то что в России, я думаю, в мире. Они в идеальнейшем состоянии, и за это хочется отдельно сказать спасибо руководству региона, это очень заметно. Ну и прежде всего люди здесь добрые, отзывчивые, и это самое главное, потому что природа это хорошо, но самое главное это люди. Так, а расскажите, пожалуйста, о нынешней поездке, какая у вас команда и какие цели преследуете? У нас есть экспедиционный центр Ergo Expo. В этот экспедиционный центр сейчас входят большое количество известных путешественников, включая автопутешественников. Сейчас мы поехали с командой из 6 человек. 3 – это известные российские путешественники: Евгений Шаталов, Александр Еликов и я, Богдан Булычев. И еще 3 человека – это профессионалы своего дела, 2 оператора и 1 фотограф. То есть они нужны, ребята, для того, чтобы снять самый интересный контент, фото и видео про ваш регион. То есть у нас будет сделан фильм, который покажет по федеральным телеканалам, и будет видеодневники, которые мы покажем на своем канале в YouTube про путешествия. А какой маршрут путешествий? Маршрут у нас, в принципе, мы специально стартанули с Байкала, стартовали мы из Иркутска, доехали до острова Ольхон на Байкале, проехали по замерзшему льду Байкала, выехали в Северобайкальский. Здесь мы хотели уходить на Мирнинский зимник через Усть-Кут, но так как мы уже были там 3 раза, решили пойти по БАМу. Ушли по БАМу, вышли в Нерюнгри,
в Тынде вернее, и из Тынды поднялись по федеральной трассе Лена до Якутска. Дальше у нас федеральная трасса Колыма, Аймикон, пройдем через Индигирский зимник, уйдем на зимник Арктика и до Певека, с Певека уже до самой северной точки Чукотки, до мыса Шелакского. А есть ли задача установить рекорд? Задачи как таковой установить рекорд нету, но так как мы приезжаем на этот мыс первыми на автомобиле, то рекорд будет сделан по умолчанию, и, конечно, отказываться от него было бы глупо. Наша же основная цель – это рассказать о красивых местах, о природе, о людях и пройти по историям двух фильмов. Первый фильм был сделан на основе романа Олега Куваева, называется «Территория». И как раз события этого фильма разворачиваются в этих регионах, то есть это Северо-Магаданской области, северо-восточная Якутия и республика и Чукотка. Соответственно, это первая часть. И вторая часть, фильм «Как я провел прошлым летом». Фильм был снят как раз на мысе Шелакском, на той самой заброшенной метеостанции, куда мы едем. Поэтому вот цель еще проехать по этим местам и показать, как сейчас это все выглядит, возможно, реконструировать даже что-то, ну и, возможно, увидеть белого медведя. Хорошо, так, а вы вот как видеоблогер, то есть у вас все в онлайн-режиме, все ваши путешествия, а много ли интересуется людей в стране вообще путешествиями и о чем больше всего спрашивают? Ну, так как все-таки я больше путешественник, чем блогер, но тем не менее на сегодняшний день, если собрать все мои аккаунты, то будет, наверное, где-то порядка 500 000 подписчиков, то есть это все-таки уже аудитория. Огромное количество вопросов связано именно с моей, так скажем, специализированным направлением, то есть автопутешествия, экстремальные путешествия и, конечно, Арктика и север России. Вот сейчас люди спрашивают, как здесь погода. Я пишу, что минус 20 тепло. Так, а на ваш взгляд в Арктике можно развивать массовый туризм или вот что для этого нужно, или либо реально лишь только экстремальные туры? На самом деле можно посмотреть на опыт арктических регионов других стран. Там они используют именно развитие туризма и вообще сам туризм вот просто по полной программе. Причем зачастую они выжимают из пальца какую-нибудь историю и делают ее просто достоянием. Здесь ничего не нужно выжимать из пальца, здесь реально есть полюс холода, здесь реально есть огромное количество рек. В каждом улусе есть какая-то достопримечательность, это могут быть какой-то хребет гор, это может быть какое-то ущелье, это может быть горная река, это может быть водопад. Все, что нужно, это сделать инфраструктуру, задать правильный вектор и дать небольшие послабления малому бизнесу для того, чтобы они сами делали небольшие гостевые дома, частные туристические компании, и тогда все будет. А как вас встречают местное население? Все зависит от того, в каком регионе, но всегда очень радушно, всегда приглашают к себе домой, всегда делятся тем, что у них есть, вот то, что сами едят. И всегда как мы общаемся, они рассказывают о своих местных каких-то особенностях, интересах, о жизни, а мы рассказываем о том, что мы видели в том или ином регионе. И это такая всегда интересная и увлекательная беседа. Так, а путешествие на север и Арктику довольно затратное мероприятие. Как решаете финансовые вопросы и как относитесь к людям, которые в одиночку, практически без серьезной поддержки, решаются на такие путешествия, в том числе вот на крайний север? Если говорить про наши поездки, то, безусловно, если вы видите, то те логотипы, которые нанесены у меня на моей куртке, то это наши партнеры. Без автомобилей Toyota мы бы никуда не уехали, там, без компании Hella, без Red Fox, без Dance. То есть это действительно наши партнеры. И это отличает нас тем, что мы все-таки профессиональные путешественники, и мы занимаемся профессиональными путешествиями. Как я отношусь к тем, кто едет непрофессионально, тем, кто едет самостоятельно или везет туристов, я отношусь вполне нормально. Я считаю, что любое проявление интереса к северу, будь то туризм, будь то еще какое-то освоение, это очень хорошо. Потому что у нас огромные территории, и если мы не будем обращать на них внимание, то на них может обратить внимание кто-то другой. Поэтому я отношусь очень хорошо к этому. А к чему нужно быть готовым вот в таких путешествиях?
Ко всему, абсолютно нужно быть готовым ко всему, но самое главное, необходимо быть экипированным, подготовленным, должно быть четкое проверенное оборудование. И это, кстати, еще один вопрос, когда у меня спрашивают, почему ты не ездишь на российских автомобилях. Я и говорю, ребята, я еду на север, это раз. Второе, я все-таки больше путешественник, чем автомеханик, это два. И я хочу, чтобы машина не просто увезла меня до точки, а еще и вернула в целости и сохранности назад. Поэтому я выбираю Toyota, а не какой-то российский автомобиль. Так, а что для вас путешествие, проверка возможностей или способ самовыражения? Может быть, вы зарабатываете на этом? Вы знаете, на сегодняшний день путешествия стали уже, наверное, как бы смыслом моей жизни, и отчасти это стало не просто хобби, это стало работой, это стало и смыслом жизни. Но прежде всего я получаю от этого реальное удовольствие. Как только я перестану получать удовольствие от путешествия, я сразу займусь чем-то другим. Пока мне приносит это удовольствие, пока я вижу в этом смысл, пока я вижу огромное количество людей, подписчиков и просто зрителей, которые пишут мне о том, что, посмотрев наши фильмы, посмотрев видео, посмотрев какой-то контент, они отправились туда или иначе, в соседний регион или куда-то путешествовать, то значит мы все делаем правильно. Значит, популяризация туризма идет в полный рост, значит, еще раз говорю, то, что мы делаем, это правильно. А что вас удивляет в таких путешествиях или вот, может быть, за последнее время удивило очень сильно? Меня удивляет на самом деле, удивляют люди, потому что когда ты живешь в центральной части России, в этом обществе, ты немножко привыкаешь к тому, что каждый сам по себе, каждый вот не идет на взаимовыручку, не на взаимопомощь. И когда ты приезжаешь, чем дальше ты уезжаешь от Москвы, тем сердца людей более открыты, они более добрые, более гостеприимные, более приветливые. И когда ты приезжаешь вообще далеко куда-нибудь на север, то ты просто поражаешься от того, что насколько люди человечны, просто человечны. Вот меня поражает это, но я уже как бы немножко смирился с этим и пытаюсь по возвращению на Большую Землю передать и стараться самому быть таким же человечным и соответствовать вот какой-то вот такой доброй нотке. А какая ваша главная мечта? Главная мечта сделать как можно больше людей счастливыми, включая мою семью. А я напомню, у нас в гостях был российский путешественник Богдан Булычев, первый в истории человек, который добрался на Северный полюс на велосипеде. Оставайтесь на нашем телеканале.